Здравствуйте, в эфире информационный выпуск Амшикшара. Сегодня в программе сотни делегатов и гостей в Сухуми начался 7-й съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Награда за леопарда. Российские экологи благодарны жителям Лыхны за поимку редкого хищника. Покупайте на здоровье, что тревожит продавцов мяса на рынке. Актуальный репортаж программы. 250 делегатов и гостей собрал открывшийся сегодня в Сухуми очередной 7-й съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Здесь представители России, Турции, стран Ближнего Востока и, конечно же, Абхазии. На пленарном заседании делегатов приветствовал президент республики Рауль Хаджимба. В работе съезда также приняли участие вице-президент Виталий Габне, премьер-министр Беслан Барцыц, спикер парламента Валерий Кварча, депутаты. На первом дне съезда, который, кстати, проходил на абхазском языке, подробнее расскажет Ирина Аршпа. Перед началом пленарного заседания участники съезда почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии, возложив венки и цветы к мемориалу славы в Сухуми. В церемонии возложения приняли участие вице-президент Виталий Габне, премьер-министр Беслан Барцыц, президент Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Тарас Шамба и представители международных делегаций, прибывшие на съезд. Государственный гимн Республики Абхазия ознаменовал открытие 7-го съезда Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. В работе съезда приняли участие 250 делегатов из Абхазии, России, Турции, Сирии, Иордании, представители диаспоры из Европы. Съезд Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса – очень важное событие в перспективе развития единства, взаимосвязи наших народов, отметил приветствие участников съезда президент Рауль Хаджимба. Мы собрались здесь, чтобы еще раз обратиться к нашей истории, дать оценку современному состоянию, обсудить намеченные цели и существующие на сегодняшний день проблемы, подчеркнул президент. Иҳәатәу рацәоуп. Иҟаҵатәу маҷӡам. Агәаанагарақәа рацәоуп, аха патуқәҵарыла, еизыӡҩрыла аицәажәара ҟалоит ҳәа агәаанагара сымоуп. Убысгьы ҳхымҩаԥаҳгароуп, адагь ԥсыхәа ҳамаӡам. Усҟантәи аамҭазы ианыцәгьаз абри аҩыза аҭагылазаашьа ҳауны, ҳаидгылан, аибашьра дуӡӡа ҳхыган, иахьа уажәраанӡа аҳәынҭқар аргылара ҳазҿу, хьаҳәақәа ҳамамкәан, аԥхьаҟагьы абри амҩа ҳақәлартә аҭагылазаашьа ԥаҳҵароуп. Рауль Хаджимба напомнил, что Абхазо-Абазинский конгресс зародился в тяжелое для народа Абхазии время и сыграл большую роль в укреплении государства и налаживании связей Абхазии с диаспорой, проживающей в различных странах мира. Как подчеркнул глава государства, сделано немало, но необходимо продолжить эту работу, создавать продуманные механизмы сохранения национальной культуры, мировоззрения. Даҽазныгьы инацшны иазгәасҭоит. Ҳџьынџьуаа рыԥсадгьыл ахь ианыхынҳәны Аԥсны атәылауаҩра анроунахыс, рыуаажәлар ианрыланаҵәа нахыс ирхадыршҭроуп, ишрепатрианцәаз. Урҭ сасцәаӡам. Зегь ҳаиԥш иаԥшәымацәоуп абра аԥсуа дгьылаҿы, Аԥсынтәыла. Ихадароу усӡбатәны аԥсуааи абазақәа ҳзын иҟалароуп ҳетнос аиқәырхара, арҿиара, ҳбызшәа, ҳкультура, ҳҭоурыхтә дацԥашә аӡыргара аизырҳара. Гәык-ԥсыкала исҭахуп сақәныҳәарц аԥсуааи абазақәеи ҳашьцәа, ачеркесцәеи ҳареи ҳаӡәкра, ҳаиҩызара. Илашазааит, ихирзааит, ҳазегь ҳжәахыр еибыҭан ҳазну амҩа, шьардаамҭа Аԥсынра. О сохранении родного языка, культуры и традиций как о главной задаче всех представителей абхазов и абазин, где бы они ни проживали, говорил в своей приветственной речи и вице-президент Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Сергей Пазов. Представители абхазской диаспоры разбросаны по всему миру, но у нас есть маленькая и независимая родина, и мы все вместе должны сделать так, чтобы Абхазия стала сильным и развитым государством, отмечалось в выступлении вице-президента Международной ассоциации абхазо-абазинского народа Джиналиддина Ардзенба.
Приветственное обращение к участникам съезда прислала постоянный представитель Республики Абхазия в Германии Хибла Амичба. В обращении, в частности, предлагается провести всемирную перепись абхазского, базинского, черкесского и адыгского народов. Для этой цели уже создан специальный сайт. Опросник охватывает, помимо данных по численности и географии проживания, пункты в части специалистов в той или иной области, состоянию родных языков и другое. Помимо этого, сайт будет способствовать объединению наций, братских народов для координации, взаимосвязи и притяжения к исторической родине. По мнению делегатов съезда, существование ВААК имеет большое значение для объединения абхазо-базинского народа и достижения общих целей. В этом смысле на работу 7-го съезда Конгресса возлагаются определенные надежды. Я убежден в том, что мы договоримся сегодня, в течение вот этих дней, о том, что мы заложим основу для понимания, мы найдем путь друг к другу, мы начнем говорить откровенно, мы будем вместе писать программы, и мы вместе будем реализовывать, чтобы наше слово не отходило от дела. Есть большие надежды на этот конгресс, и я полагаю, что все ожидания, они будут воплощены, я бы даже сказал, еще в большей степени. От этого зависит будущее нашего народа. От Конгресса я ожидаю обновления работы, вот, действительно, чтобы эта работа была постоянной, чтобы была какая-то система конкретная, что эту систему знали все рядовые люди, могли обращаться, вносить предложения, реализовываться и так далее. Не просто так, чтобы просто собрались, поговорили и на 4 года разошлись, и на этом до свидания. Должны знать все проблемы всех диаспор, которые находятся за границей, а также, значит, проблемы абазин, которые там у нас находятся, и, естественно, проблемы всех, которые вот сюда приезжают, как репатрианты возвращаются сюда и помогать, и жить, и вот здесь. Вот эти проблемы, чтобы знали и решали. После небольшого перерыва 7-й съезд Конгресса абхазо-базинского народа продолжил свою работу. Ирина Аршба, Алексей Агухава, Беслан Джинджал, Абхазское телевидение. Вторая часть 7-го съезда Всемирного абхазо-базинского конгресса продолжилась во второй половине дня. В своем выступлении ректор Агуале Когварами отметил, что в университете учатся более 30 студентов из Турции, Иордании и Сирии, что непременно радует. Председатель Федерации абхазских культурных центров Турции Атанур Акусба подчеркнул, что для объединения всех абхазов в Турции проделано немало работы, но ее необходимо продолжать. Представители абхазской диаспоры Турции, участвующие в работе съезда, предлагают уточнить название Конгресса и впредь именовать его «Постоянный Всемирный конгресс абхазо-базинского народа». Об этом от имени членов делегации сказал, в частности, Реджеп Агарба. Кроме того, абхазская диаспора Турции предлагает повысить статус Госкомитета по репатриации, преобразовав его в министерство, а также выработать, используя мировой опыт, оптимальную политику в сфере репатриации. Очередной 7-й съезд Всемирного абхазо-базинского конгресса будет работать еще 3 дня. В рамках съезда будут проведены заседания, различные встречи и круглые столы. Кроме того, делегаты съезда изберут нового председателя Всемирного абхазо-базинского конгресса, обсудят и утвердят его устав. В среду президент США Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля. Это решение вызвало как позитивную реакцию со стороны еврейского государства, так и негативную во многих уголках мира, включая Палестину и другие страны Ближнего Востока. Израиль называет Иерусалим своей единой и неделимой столицей, делая особый упор на восточных районах и историческом центре, отбитых полвека назад у Иордании и позднее аннексированных. Большинство государств мира аннексию не признают и считают статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. Решение президента США о признании Иерусалима столицей Израиля может иметь непредсказуемые последствия, сказал в интервью абхазскому телевидению представитель Республики Абхазия в Иордании Ашераф Чкуа. Самое главное во всем этом, что сам Кудс, который признали израильским,
На самом деле оно является не иорданским, не израильским, не палестинским. Он является центр мировой религии, то есть священной земли для всех мусульман со всего мира. Я не хотел бы уже заранее предвидеть какие-то результаты и не положительного рода. Но, конечно же, это было очень сильным решением, и для меня так это и неправильно. Это очень плохо отразится и даже может прервать отношения с мусульманскими странами. Один Бог знает, что будет впереди, но мы так себе представляем, что это на самом деле очень опасное решение. Да. Историк Игорь Марухба освобожден от должности старшего научного сотрудника отдела истории Абхазского института гуманитарных исследований имени Гулия, согласно поданному заявлению. Об этом нам сообщил директор Абиги Арда Ашуба. В администрации Гудаутского района сегодня было многолюдно. Сюда приехали представители Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Они встретились с жителями села Лыхны, которые принимали участие в поимке одного из 3 переднеазиатских леопардов, забредшего в Абхазию в прошлом месяце с Кавказского биосферного заповедника. Всем, кто участвовал в поимке редкого зверя, были вручены дипломы, благодарственные письма и памятные грамоты Всемирного фонда дикой природы. Была награждена и заместитель директора Рицинского реликтового национального парка по науке Инга Таня. В беседе с нашим корреспондентом российские экологи отметили, что самка леопарда чувствует себя хорошо и вскоре будет выпущена на волю. Напомним, 3 переднеазиатских леопарда были выпущены в дикую природу для восстановления популяции в горах Кавказского государственного биосферного заповедника в середине июля 2016 года. Виктория себя чувствует замечательно, она находится под наблюдением специалистов. Это представители и Московского зоопарка, и специалисты Российской академии наук, и специалисты центра. Ну, в принципе, все те организации, заинтересованные стороны, которые участвуют в реализации программы. Хочу выразить благодарность от руководства Министерства природных ресурсов Российской Федерации, лично от министра Сергея Ефимовича Донского в адрес жителей поселка Лыхны, непосредственно Вадиму, который организовал этот процесс, за то, что кошка была поймана и не причинен ей в этом вред никакой. Государственная компания «Апснергылар» осуществляет ремонт центральной районной больницы города Тхуарчал. Специалисты ведут работы во всех корпусах медучреждения, включая помещения хирургии, педиатрии, терапии и поликлиники, где принимает пациентов Тхуарчалская ЦРБ во время ремонтных работ. Об этом наш следующий репортаж. На время ремонтных работ поликлиника, терапевтическое и неврологическое отделение Тхуарчалской ЦРБ переведены в здание инфекционного отделения. Хирургическое отделение, оперблок в детское отделение. Трудности были в том, что оба здания, подлежали капитальному ремонту. Но с помощью главы администрации, министра здравоохранения удалось сделать частичный ремонт косметический, и были переведены все в эти 2 здания. Коллектив Тхуарчалской ЦРБ насчитывает 96 человек. Лали Гаргулия говорит о том, что, несмотря на все трудности, прием пациентов проходит в обычном режиме. Здесь оказывается первичная медицинская помощь, проводятся различные хирургические операции. Функционирует также биохимическая лаборатория. Мы выполняем практически весь спектр биохимических анализов. В данных условиях, которые мы можем себе позволить, мы в состоянии выполнить. В Тхуарчалской ЦРБ на данный момент лежат 7 послеоперационных больных, которым была оказана квалифицированная помощь. Все, что возможно, у нас есть. Аптека нас обеспечивает всеми необходимыми лекарствами. И условия у нас, конечно, если даже на сегодняшний день мы довольны. Можем обслужить больных на хорошем уровне. Ремонт Тхуарчалской ЦРБ выполняется за счет средств инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Общая площадь ремонтных работ составляет около 5000 квадратных метров. Объект, ремонтом которого занимается госкомпания «Апснергылара», планируется сдать в эксплуатацию в 2019 году.
Число людей, покупающих мясо на центральном рынке Сухума, в последнее время заметно сократилось. Почему? Наш корреспондент Сария Смыр побывала на рынке и постаралась разобраться в теме. Килограмм говядины сегодня на рынке стоит около 350 рублей. Каждый кусок этого мяса попадает на прилавок только после его тщательной лабораторной проверки. Отсюда вывод: каждый может купить мясо, не боясь за его качество. Можно мне, пожалуйста, килограмм мяса? Вот этого можно? Прилавки мясного отдела центрального рынка ломятся от количества самого разнообразного мяса. Продавцы на месте разделывают части туши и развешивают на специальные крючки. Выбрать понравившийся им кусок может любой желающий. Вот только покупателей не так много. Людям не очень нравятся разговоры про различные болезни скота, и они стали опасаться покупать свежее мясо. Мы решили узнать, как проверяют качество мяса на рынке. Лаборатория, оснащенная всей необходимой техникой, находится на этом же этаже. На экспертизу допускается туша крупного рогатого скота только при наличии головы, печени, сердца и селезенки. Для экспертизы специалисты отщепляют от туши маленькие кусочки мяса и проверяют под микроскопом. После тщательной проверки эксперты делают выводы. Экспертиза трахеоноскопии закончилась. Туша здоровая, никакого трахеолеза, мышечной двуузки нету. Мясо качественное. Поставим штамп, запишем в журнал и пустим продукцию на реализацию. Процесс проверки туши в лаборатории занимает не более получаса. Только после этого принимается решение, отправлять или нет мясо на прилавки. На рынке работают опытные продавцы. Еще до того, как мясо попадет в лабораторию, они самостоятельно могут определить, болело ли чем-либо животное. В этом случае они просто не привезут на рынок это мясо, ведь им тоже не нужны убытки. Более того, на рынок ни разу не попадало мясо крупного рогатого скота, зараженного вирусом нодулярного дерматита. Болезней очень много было всегда, и есть, и будут, но врачи работают и никогда свою работу не оставляют. Нодулярный дерматит – это вирусная инфекция, которая легко распознается. У нее клиническими признаками является, когда животное заболевает, по всем телам подкожной клетчатки, по всем распространяется как бы бугры. А подкожные клетчатки, где бугры находятся, всегда имеется кровоизлияние. Ни один, который занимается реализацией мяса, никогда такую тушу не купит, потому что здесь лаборатория сразу определяется, по его клиническим легко определяется. Визуально можно его определить сразу. Помимо мяса крупного рогатого скота в этой лаборатории тщательную проверку проходят молоко, яйца, куры и даже мед. Только после этого специалисты разрешают продавать данную продукцию. Томас Квициня продает мясо на центральном рынке уже более 18 лет. По его словам, покупая мясо здесь, граждане могут быть спокойны за его качество. Мясо у нас очень шикарное, мясо свежее. Каждый вечер мы режем скот, утром приносим, у нас 2 ветеринарных врачей. Мясо проверяется, после этого мы штамп ставится, справку выдается, и после этого мы реализуем мясо. Наша съемочная группа работала на рынке более 2 часов. За это время мясо здесь купили всего лишь несколько человек. Конечно, такое положение дел не устраивает продавцов. Тем не менее, ежедневно каждый из них проходит все необходимые лабораторные проверки и выставляет на свой прилавок только самое свежее и качественное мясо. Сария Смыр, Леона Адлиева, Абхазское телевидение. Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Однако пока остается неизвестным решение Олимпийского комитета России об участии или неучастии в играх. Оно будет принято 12 декабря. Все это время слова поддержки российским спортсменам приходят со всего света. Это и бывшие коллеги, и действующие спортсмены, целые федерации, спорткомитеты, которые в один голос твердят: без России Олимпиада в Южной Корее будет неинтересна. О том, как эту новость восприняли в Абхазии, расскажет Низ Фаршба.
Международный олимпийский комитет отстранил сборную России от участия в Олимпийских играх 2018 года. Не будет ни флага, ни гимна. Общее название команды – «Олимпийские атлеты из России». В этом решении только политика и никакого спорта, заявил президент Национального олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба. По его мнению, прежде всего, это удар по самому Олимпийскому комитету. Здесь политики больше. К сожалению, так получилось, что в Международном олимпийском комитете политики больше, чем самой политики. Поцарапанные пробирки, там Макларен сказал, что вот они нарушали, или тот, который убежал вообще в Америку, это вообще настоящий предатель, который с его слов они отстраняют спортсменов, именитых, забирают олимпийские награды. Это, конечно, для спортсмена очень, как сказать, очень сильно бьет и по престижу, и физическое состояние человека. И очень трудно, понимаете. Главные решения МОК коснулись не только спортсменов, но и ряда высокопоставленных российских чиновников. Сейчас главный вопрос, волнующий миллионы болельщиков, будут ли российские спортсмены выступать. Валерий Аршба уверен, ехать на Олимпиаду надо обязательно. Отказ значит сдаться. Во всем мире никто, никакие олимпийские комитеты в целом любых стран ни одно слово не говорят. Потому что они экономические, и вот это все через это, все они зависимые, они сидят и ждут, лишь бы нас не тронули, и они даже не в поддержку, и так ничего не хотят говорить. Самое главное, те, которые поедут, они должны втройне, в 10-кратном размере показать и доказать всему миру, что российский спорт всегда был на высоте. Все прекрасно понимают, что решение МОК – чистая политика, и она направлена против серьезного и сильного государства. Если спортсмены поедут на игры, это не только сплотит страну, уверен первый вице-президент НОК Абхазии Баграт Хутаба, но и лишний раз докажет, что российский спорт самый лучший, и его не победить подобными методами. Конечно, я бы хотел выразить поддержку российским олимпийцам. Это наши друзья, коллеги, которые принимают участие, поднимают флаг. Это честь, это большие заслуги перед страной. Во главе Российской Федерации достаточно серьезный человек, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Он не оставит без внимания все эти процессы, которые происходят. Все прекрасно понимают, что это все политизировано. Все прекрасно понимают, что такое доклад ВАДА. Политика двойных стандартов, очевидно, целенаправленно ищут только у России. При этом на Западе употребление допинга является всего лишь легкой шалостью. К примеру, американский бегун Гил Робертс говорил о том, что запрещенные вещества попали в его тело через поцелуй подруги. И ему поверили. Другие спортсмены принимают запрещенные вещества якобы для терапевтических целей. К ним тоже никаких претензий. Очистка мирового спорта не является главной целью. Как считают эксперты, все усилия направлены на то, чтобы показать всему миру якобы непрогибаемость МОК, а заодно нанести целенаправленный удар по самосознанию российского народа. Ведь не случайно одно из требований – запретить россиянам участвовать в международных соревнованиях именно под национальным триколором. В этой ситуации страдают сами же спортсмены, так как, проходя большой этап тренировочного процесса, годами, а это на самом деле адский труд для того, чтобы готовиться к Олимпийским играм. Исходя из этого, там психологический фактор существует. Есть ряд моментов, когда, можно сказать, ущемлены интересы того или иного спортсмена. Использование манипуляций со спортом в угоду политическим целям для некоторых стран – дело привычное. В 80-е американцы сами не приехали на Олимпиаду в Москву. В 84-м США отказались предоставить Советскому Союзу и еще целому ряду неугодных стран гарантии безопасности на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе. В итоге СССР вынужденно провел игры дружбы. В Москву съехались сотни атлетов из более чем 50 стран мира, которые поставили больше 40 мировых рекордов, доказав, что спорт – площадка для соревнований спортсменов, а не политиков. Нисфа Аршба, Астамур Гошба, Абхазское телевидение. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометеоцентра, завтра в Абхазии будет облачно с прояснениями. Ночью и утром дождь. Днем осадки прекратятся. Температура воздуха ночью 3-8, днем 6-11 градусов. Температура морской воды 13 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.